Понимаем, что возникшая угроза казахстанской государственности вызвана отнюдь не стихийными протестными акциями по поводу цен на топливо, а тем, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке, это одни люди, и у них одни цели, а те, кто взял в руки оружие и нападал на государство, это совершенно другие люди, и у них другие цели. При этом активно применялись присущие Майданам технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, о чем президент Токаев только что и сказал, в том числе очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касым-Жомарт Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Реагировать на все это нужно было без промедления. И обращение президента Казахстана было сразу же поддержано всеми главами государств, членов ОДКБ и председательствующим в Совете коллективной безопасности премьер-министром Армении. Крайне важно, что нашей организации при участии ее секретариата удалось быстро и слаженно принять все необходимые решения в жестких временных рамках. И можно сказать, что за считанные часы, чтобы не допустить в Казахстане подрыва основ функционирования государственной власти, полной деградации внутренней ситуации, поставить преграду террористам, уголовникам, мародерам и другим криминальным элементам.